Что, друзья, мы продолжаем изучать акваторию нашего города Якутска, а также любые спортивные развлечения, которые стоит попробовать каждому этим летом. В первом выпуске мы рассказали вам, что такое саббординг, а сегодня мы расскажем вам про каякинг. Каяки – это такие лодки, которые подойдут любителям спокойного отдыха на тихой глади, а также экстремалам, которые захотят поизучать бурные горные речки. Всем привет, меня зовут Полина Долинская. Сегодня в рамках этой программы мы узнаем, что же это за вид спорта, а также расскажем обо всех его тонкостях и всех нюансах. Будьте с нами в течение всей программы и узнайте это самое первое. Ну и сначала мы, конечно же, узнаем историю, как каякинг появился в нашем городе, и мне в этом поможет Михаил Орлов, который сегодня будет нашим инструктором, ну и, конечно же, расскажет нам историю своего клуба. Здравствуйте! Вот расскажите, что такое каякинг? Здравствуйте. Каяки – это вообще одноместные и двухместные лодки, в которые можно сплавать, пойти на сплав вообще везде, где вы хотите, на горные реки, озера и так далее. Подойдет он почти всем, потому что это активный вид спорта. Не особо активный, это больше как развлечение. Он подойдет больше как к разряду семейного? Да, подойдет к разряду семейного, потому что... А вот если, допустим, семья придет, детки какого возраста могут себя уже попробовать? Мы обычно берем 7 лет, да, но если трехлетний ребенок будет очень спокойным и ответственным ребенком, то можно посадить. Только чтобы они близко плавали, чтобы в пределах нашей видимости. Я так понимаю, каноэ от каяков отличается тем, что у каноэ там есть место для ножек, да? Или это в мультиках было? Возможно. Расскажите основной принцип вообще работы, какие нюансы есть, что нужно, как готовиться к этому, какая может быть уровень физической подготовки? Уровень физической подготовки, но он не особо решает, потому что каяки, они сами по себе легкие. Это легко научиться и освоить само плавание. То есть садишься, гребешь себе и гребешь, да? Да. А есть какие-то ограничения, может быть, погодные? Погодные, не стоит в дождь, конечно же. И ветер сильный тоже не стоит. Друзья, расскажу вам, буквально неделю назад мы уже запланировали съемки как раз-таки программы про каяки, приехали сюда и начался просто какой-то ураган. Мы посмотрели, как красиво идет дождь, и поехали обратно. Поэтому имейте в виду, солнечная погода, она очень для этого подойдет. Так что если вы с семьей планируете вот такой вид отдыха, конечно же, ориентируйтесь по прогнозу погоды на сутки. Что еще нужно знать, прежде чем начать? Стоит знать инструктаж, да. То, что вот видите, наши байдарки, они надувные, да? То есть устойчивость ниже, чем у обычных байдарок, да? То есть стараться надо не раскачивать вообще саму лодку и больше... А есть вероятность, что человек опрокинется в воду, когда будет только в нее залазить? Так как нас двое, мы удержим спокойно. Хорошо, обычно это моя история. А давайте посмотрим вон те оранжевые. Вот это, я так понимаю, одноместные. Да, это одноместные. Вот оранжевые мы закупили в этом году. Они, как видите, у них кузов открытый и более просторно. Напротив друга, да, садятся? Да, друг напротив друга можно поставить. Видите, тут эти отходит и вставляется. То есть можно перевернуть вот это сиденье. То есть люди будут смотреть по направлению их плавания и могут друг на друга смотреть. Только есть минус, когда вы друг на друга смотрите, то что одному человеку надо будет либо грести от себя, либо вообще не грести. То есть для романтической прогулки вот такое не подойдет, да? То есть надо все-таки в команде работать. В команде стоит, но обычно к нам же парочками приходят, да? То есть парень и девушка, да? И обычно гребет парень, да? Потому что... он физически сильнее. Да, физически сильнее. Да и так как вас двое будет, да? То есть на лодку вес будет распределен, да? То можно так сделать. Мне кажется, она какая-то узенькая. Ноги вот как? Вот так? Смотрите, если по направлению, да? То есть вот это вот считается перед, потому что тут логотип, видите? И тут сзади лопасти есть. И вот это вот подтянуть можно, хотя там... Смотрите, и вот там есть место, вот как тут, да? Но туда, в носовой части есть место, туда спокойно пролазят ноги, потому что, видите,
Спинка будет тут где-то примерно, да? Еще Она можно. поднимается? Да? Нет, вот это не Или это поднимается. сидушка? Это сидушка, Это а там вот это... поднимается спинка. Вот такая, Да, наверное. вот эта спинка, ну, ее можно настроить, потому что тут, видите, веревочная. Крепление. Да, крепление, оно легко настраивается. Мгм. Это подойдет для озер или все-таки для речек? Ну, для озер будет спокойнее, потому что там течения же нету, а вот в реке может быть течение. Ну, там уже физическое развитие нужно будет, физическая сила. А вообще, как в нашем городе это пользуется популярностью? Людям Ну, это интересно? Хотя, в принципе, я думаю, у нас каждый парень умеет грести на лодках, весла, там, и Да. может с собой сети сюда же привезти. Это как-то генетически передается, да? Ну, пока с этими к нам не приходили. Но, в принципе, как бы интерес есть у Да, жителей. интерес есть у жителей. Мгм. Вот по поводу основания, да, Да, спрашивали. конечно. Вот Вот мы, как вообще идея пришла, возникла? идея пришла к нам еще давно, если честно, но сама реализация, то есть основание фирмы, так сказать, мы считаем 2020 год, потому что тогда мы начали уже все закупать и, то есть, реализовать план, саму идею. Само открытие было в 2021 году, и тогда было народу много, только там лесные пожары в августе были. Мгм. Из-за этого народа меньше стало, ну, Мгм. потому что Машка Ну, вы появилась. вот только на этом озере, да, на ДСК Да, На этом, располагаетесь? да. А вообще, как-то подбор озера влияет? Подбор озера? Да. Ну, Какие-то, если может быть, честно, требования к нему есть определенные? требования? Ну, не знаю, если честно. Ну вот, Тут вообще глубоко? тут глубоковато, если честно. Здорово. Метров 10 как минимум в середине. Отлично. Супер. Какие могут быть сложности у новичка на первых этапах обучения? Но обычно возникают проблемы именно удержания баланса, то есть не раскачивать лодку. Мгм. То есть не колебаться, да? Да, не колебаться. Но потом мы обычно советуем людям, которые не уверены, вот кататься поблизости с первое время. Потом, когда они привыкнут, и спокойно можем их отправлять уже. Мгм. А сезон какой вот именно для Сезон? каяков у нас? Сезон. Ну, можно вообще, если честно. Как сами хотите. Все зависит от вас. Больше от вас. Ну, то есть с первой воды уже можно. То Да, есть только можно. вот пошло таяние озера, да, в принципе, можно уже как-то начинать. Ну, попытаться можно, только у нас же река двигается, Мгм. ну, ледоход. И тогда уже ветер мощный становится. А, то есть должна быть уже такая более устойчивая Да. погода, температура. А вот что касается солнца, не нагревается ли она во время вот зноя днем? Ну вот в том сезоне мы работали с 12 часов по Дня. 8, да, по 8. И вот, так как в начале сезона просто ажиотаж был, потому что это необычное. И тогда было нормально. Вот в середине сезона очень жарко стало же, да? Да. Вы заметили. И у нас же лодки резиновые, то есть надувные, они могут раздуться из-за солнца сильного. То есть поэтому мы начали открываться с 5 до 10, то есть вечером работаем. Ну, опять же, удобно, после работы Да. можно поехать, расслабиться. А кто все-таки больше любитель? Парни, девушки? Но обычно все вместе приходят. Обычно в равных ролях, да? Ну, Да. давайте, наверное, приступим к инструктажу, потому что мне уже хочется попробовать Хорошо? опрокинуться, искупаться. Сегодня жарко. Немножко охладиться. Давайте приступим. Ага. По поводу инструктажа у нас есть два типа весел. Но вот если вот, короче, у нас есть и длинные, и короткие. Преимущество длинного то, что оно длинное, и так как оно длинное, И не вот короткие. когда вы гребете, вода меньше будет вас капать на вас. Да. А вот короткая, у него тоже есть свое преимущество, потому что у него, видите, лопасти прямые, да? У меня и- короткая? Да, у вас короткая. И вот видите, у него лопасть прямая. А вот эти вот у них они как будто Да. ложечки. Вот лопасть прямая, из-за этого он быстрее разгоняется, да? Вот это чуть менее быстрее разгоняется, но так как она длинная, она меньше капать будет. А вот это, так как короткая, будет больше капать. Но это все зависит также от вас Мгм. самих. Если вы выберете длинное, да,
видите, мы вам выдадим его в правильном расположении, то есть на концах тут есть L и R, то есть левая и правая. Да, подписано. И правильным расположением считается это, видите, тут лопасть, да? И она, видите, изгиб есть. И когда изгиб смотрит в вашу сторону, то есть находится в таком положении, оно считается правильным. То есть за себя загребать? Да, за себя. Когда гребете, старайтесь грести только руками, то есть не помогать телом вот так, и потому что вы будете раскачивать лодку, а этого делать не стоит, потому что вы теряете баланс. А баланс — это самое главное. Если баланс потеряете, начнется паника, ну, может начаться паника и всякое такое. Да, из этого начнется. И главное, к берегам не подплываем, потому что там могут быть палки, коряги и всякое такое. Лодку не раскачиваем, она должна находиться почти в статическом положении. То есть вот так вот не делаем. Самое главное, друзья, это, конечно же, безопасность. Так как мы будем находиться на воде, глубина тут есть, и она достаточная. Ну и в любом случае, так как этот вид спорта, он доступен также и для детей, обязательно нужно надевать спасательный жилет, в котором я запуталась. Его застегивать, да, прям? Да, застегиваем. Так, ну давайте попробуем меня посадить. Вот это, я так понимаю, моя, да, зона ответственности? Все, затянули, подогнали под мой размер, чтобы он плотненько сидел. Текс. Давайте. Сначала левую ногу сюда ложите, потом сразу садитесь и в конце правую ногу. Как ее? Можете держаться на ней. Вот так? Ага. Ой. Ой-ой-ой. Да нет, я не паникую. Лучше сесть сразу так, как удобно. А, спинка. Я прижалась к спинке, а спинка у меня затягивается, нет? Не, не затягивается. У меня что-то такое ощущение, как будто я на один бок. Нет? Ой. Так, чуть налево, наверное, надо будет потянуть. Сюда? Направо наклонять. Ой. Баланс нормально, да? Не наклонять? Сейчас. Тут серединку пытаюсь найти. Ой, она меня жмет. Она маленькая. Ну, вроде да. Хорошо. Дайте весло. Так, держите об эти вот пластмасски, получается. Ага. Ну, вот так ложка. Угу. Сама спускаем. Ой. Значит, Ну, раз, всё ли? два, Ну, спасибо. Ой, так это, в принципе, несложно. Только оно у меня что-то вихляется во все стороны. Блин, мне нравится. Это круто. С непривычки, конечно, плечам как-то немного некомфортно. И я заметила, что когда я гребу, я все равно спиной почему-то как-то наклоняюсь вперед, пытаюсь балансировать, но потом, когда я выравниваюсь, то как-то уже это попроще становится. Но в принципе, друзья, это вполне себе реально, то есть можно как-то держать тот самый баланс. Потом, я думаю, с практикой, с опытом, чуть больше времени, допустим, если я проведу на воде, то есть я себя буду уже чувствовать более расслабленно, я уже как бы спокойно смогу спиной облокотиться. Вы сейчас можете видеть, как я гребу назад. По-моему, это высший пилотаж, ну, в моем случае. Поехали дальше.
абсолютно настроилась на весло, вот на его погружение. Меня, конечно, вертит, но, знаете, какой-то, я могу даже сказать, я дзен, что ли, словила. Вот действительно едешь, наслаждаешься и даже вообще ничем не хочешь думать, ни о чем абсолютно, никакие мысли не беспокоят, никакие проблемы. Вы знаете, друзья, всем рекомендую, особенно тем, кто очень много времени проводит среди людей, среди социума, в большом количестве общения, какой-то потоков информации, то есть вот такой вид расслабления, я думаю, он подойдет многим. Как вы могли уже убедиться, здесь особых каких-то навыков, то есть не нужно иметь или какой-то физподготовки, действительно тут нужно все-таки соблюдать баланс, не наводить суеты как раз-таки в каяке, и вот я думаю, даже деткам это будет интересно, лично по моему опыту я бы даже свою семью сюда бы обязательно привела бы, так что, друзья, берите на вооружение, это один из таких хороших, доступных видов летнего спортивного отдыха на воде. А что еще нужно летом? И она не смогла уплыть красиво из камеры. Нам тут говорят, что где-то здесь, на озере, тусуются утки. Предлагаю сплавиться и посмотреть. Где утки? Концепция должна быть. Где? Концепция. Где? Концепция должна быть. А, клетка даже? А не клетка. Ух ты! С правой стороны берега будет. Вон она, по-моему, там, да? Что-то там... Ой. Что, думаю, все, плывем, а я уток-то как не видела, так и не вижу. Друзья, мы с вами вот за нашу водную прогулку пересекли все озеро. Это очень, я думаю, в такое короткое время, как мне показалось, я не знаю, как бы на часы действительно не смотрела, но часовой прогулки для первого времени более чем достаточно. Поэтому, друзья, я прям всем рекомендую, настоятельно советую. Ну и от себя личный совет, конечно же, дам. Если будет такая же солнечная погода, обязательно возьмите с собой головной убор. Это как раз-таки вам будет очень даже на руку, чтобы не было никаких последствий. Все-таки лето – это та пора, когда надо насладиться каждым днем, а не переживать и не расстраиваться из-за солнечных ударов, термических ожогов или прочее. Поэтому, друзья, чтобы отдых приносил удовольствие, максимально позаботьтесь, продумайте все для своего собственного комфорта. Предлагаю плыть обратно на берег. Я слегка устала. И все-таки по течению плыть гораздо комфортней.
сушить весла. Сейчас вот мы доберемся и начнем. Всем привет! Оп, а вот и я. Ой, сейчас главное на финал не опрокинуть ни лодку, ни себя. Ой-ой-ой-ой. Ноги, конечно, затекли. Где-то между лопаток с непривычки тоже болит, но ощущения, друзья, просто нереальные. Вроде бы это была и физическая нагрузка. Я прям отдохнула, так действительно это так умиротворяюще действует на весь организм. Мне кажется, сегодня спать буду просто как младенец. Вот, Михаил, спасибо вам большое. Действительно было интересно и полезно. И, друзья, я вам тоже всем советую, обязательно попробуйте. Тем более, что все это доступно, все это есть на территории нашего города. А часы работы еще и до самого позднего вечера. Так что даже после работы, даже выходные, все бегом на каяке. Вам спасибо.